Друзья, я вас приветствую в своей творческой студии. Сегодня у нас 31 марта. Работа с фильмом кипит и подходит наконец к своему завершению. Даже не верится. Это такой объем работы проделан. На мой взгляд. Мне не с чем сравнить, на самом деле, мне так кажется. Но сегодня я должен 31 марта доделать и сдать готовый смонтированный вариант фильма для проверки, согласования для каких-то доработок, что-то, может быть, забыл сказать о чем-то. То есть, вот это все с Николаем Александровичем будем мы дальше согласовывать. И, пару недель у меня будет на шлифовку, доработку. Самое долгое и кропотливое и трудное для меня это озвучка. Качественно все озвучить сделать. И 15 апреля в Доме культуры имени Гагарина напротив аэропорта в 12 часов у нас запланирована премьера фильма в кинозале. Поэтому я всех приглашаю. Очень надеюсь, что все должно все получиться. Мне, если честно, я не верится до сих пор, что этот день настанет. Но, тем не менее, я всех приглашаю. Отдельно еще об этом сделаю информацию, распространю по соцсетям, по возможным. Но сейчас предстоит самое, конечно, напряженное время. Подумал, что я даже шорты перестал делать. Мы ездили в Батагай, в экспедицию на бурлаках, и у меня же насняты там коротенькие на телефон. Что-то я настолько ушел в работу, но я торопился сегодня все это делать. Это было непросто, чтобы не быстро, а качественно еще, чтобы не смазать концовку, когда время стало поджимать. В общем, работа идет, работа кипит. Сейчас просто решил, что надо какие-то коротенькие видео, из старых, может быть, вырезки видео делиться, потому что вы не все смотрели, может быть, те или иные. И сегодня я нашел, что сделал уже, как мы пришли на остров Большуляховский, уже по возвращению с экспедиции. Я там жарил омуля морского, поэтому давайте поделюсь с вами этим вкусным выпуском сегодня. А дальше уже более подробно я о результатах фильма вам сообщу. Презентация 15-го, и через неделю я уже, скорее всего, выпущу на ютубе. Наверное, так. Но надо все сделать очень хорошо. Я буду стараться. Давайте, приятного просмотра. Готовим костер для завтрака. Остров Большуляховский. Арктика. Пережидаем шторм. Мы вдвоем с Серафимом на катамаране дежурим. Остальные у нас на метеостанции, в тепле. И сегодня у нас будет супер завтрак с Серафимом. Это жареный свежепойманный морской омуль. Сейчас я его разделаю эвенкийским способом, который меня научил Валера. Генератор тарахтит всю ночь у нас. Мы там греемся. Поэтому фоновый звук будет не музычка. Значит, берем, надрезаем жабры. Так вот здесь. Это так вот раз. Потом эта перемычка, она сама оторвалась. Либо ее дорезаем. Здесь, я не помню, надо так. И вспарываем пузико с головы. Конечно, лучше это делать якутским ножом, но я его оставил дома. И вытягиваем вместе со всеми внутренностями. Вот так вот. На берегу это все не оставляем, потому что здесь ходят мишки. Любая пища, оставленная на песке, может их приманить сюда. И корки есть чуть-чуть, казалось. Руки мерзнут, конечно, в ледяной воде. Сейчас температура где-то 2 градуса. А вода, и вода такая же где-то. Серафим подсказал еще, что я не доделал немножко. Нужно еще вот так вот отрезать. По хребту вот так вот его жик, да? Может полностью отрезать. Нет, зачем вот так будем жарить? Я хочу вот так вот. Потом пожарить вот так. Вот так и вот так? Да. Так лучше будет жариться. Я тут учусь у ребят. У них опыта больше. Гораздо. Серафим вообще вырос на реке. Знает. Подсаливаем. Ну что ж. Перед жаркой. Сколько муки, кстати, надо оставить, наверное. И соли сюда в муку. Хорошенько перемешаем. Сковородка нагрелась. Сейчас лучку надо принести еще.
Аромат какой. Я думаю, все. Можно как минимум вот эти выкладывать. Половинки. И самый вкусный гарнир к рыбе — это вареная картошка. Дровишки. Где у нас дровишки? А вот. Весь берег усыпан дровами. Бери, не хочу. Вот так вот раз. И все. Загребаем и разжигаем. Конечно, я не выпендриваюсь тут таежными методами. Пользуюсь с помощью газовой горелки. Теперь просто ожидание. Кайфую каждый день. Реально, какие бы условия не были, я понимаю, что когда еще в жизни предстоит ощутить такое, быть в таких местах, поэтому учусь осознанности здесь и сейчас, в сегодняшнем моменте. Реально просыпаюсь, наслаждаясь тем, где я, что я. И благодарю саму жизнь, Вселенную за такие возможности. Надо этому учиться. Это очень полезные навыки. Ценить сегодняшний момент. Никуда не торопиться, потому что, мне кажется, некоторые ребята уже начинают хотеть домой и торопят. Да не, быстрее, быстрее, быстрее. А я наслаждаюсь каждым. Еще нам дня 2 здесь, на метеостанции. Ну, послезавтра, по-моему, мы должны попробовать выйти. Поэтому надо впитать каждую минуту нахождения здесь, в этих местах. Готово? Ох, как обжарилось хорошо. Да. Даже чуть-чуть пережарил, но ничего, нормально. Лучок. Без лука было бы совсем не то. Этот мы еще, наверное, вот так вот обжарим. Вот внутри сыроват получился. Здесь все в порядке. И еще у меня есть пару хвостиков. Их можно тоже погрызть. Пожарю. Ну и финальный штрих. Я еще в этом всем масле обжарю вареную картошку. Почему бы нет? Что, погнали? Погнали, парни. А ты сварил, да, сначала картошку, потом пожарил? Да. Нифига себе. С лучком еще. Хочу еще поделиться одним моментом. Мы вот стоим у берега, причаленные. Но вот были моменты, когда челки у нас отрывались на волне. И вот ночью вот спишь, вот сегодня я спал, качаюсь, и чувствую, волна какая-то другая пошла, более мягкая. И ну, сквозь сон такой страх, что нас оторвало и несет в море. Вскакиваешь, бежишь, смотришь, фух, на берегу все в порядке. Дальше спать. Такое вот. А в море, когда оно сюда вот вставлю сейчас кадры, как в море, это вообще, когда вот большая волна, и спишь, оно все скрипит. Ты реально представляешь себя, как в старые древние времена ходили по морям мореплаватели на деревянных кораблях. Мне кажется, у них там тоже все скрипело жестко просто, как и у нас здесь.